Цель международной выставки «Полифония многоголосия» – объединить для взаимного творческого взаимодействия художников Юга России и Абхазии, тем самым продемонстрировать многонациональный вклад народов СССР в общую победу над фашизмом. Международная выставка была организована в прошлом году на 2 платформах – в Сухуми в галерее «Айнар» и Сочи в музее керамики Юрия Новикова. Участникам выставки были вручены дипломы и благодарности от Ассоциации искусствоведов России Сочинского отделения. Выставку организовывало Сочинское отделение Ассоциации искусствоведов, и надо сказать, что это была практически одна из первых наших выставок. Центральный аппарат Ассоциации искусствоведов России находится в Москве. Это всероссийская организация, существует как часть структуры Международной ассоциации художественных критиков. И из центрального аппарата попросили тоже всех участников поздравить, передать слова благодарности, слова поздравления и надежду на то, что дальнейшее взаимодействие тоже будет таким же плодотворным. Первая часть была посвященная 80-летию Дню Победы в Великой Отечественной войне. Это была международная выставка, называлась она у нас «Полифония многоголосия», объединяла Черноморское побережье Кавказа. Были приглашены художники из Абхазии и Сочи. Первая часть по некоторым обстоятельствам прошла у нас в Абхазии. Получилось у нас 2 этапа выставки. Сегодня мы вручали дипломы от ассоциации и благодарности людям, которые нам помогли, министру культуры и представителю галереи «Айнар» Виталику Кацшпа. Выступая на мероприятии, Ансор Сакания, доцент кафедры ИЗО факультета искусств АГУ, поблагодарил всех организаторов. Я хотел бы начать с Натальи Ивановны Барсуковой. Она не первый раз приезжает в Абхазию, она была у нас в университете, на пленере участвовала во многих мероприятиях Абхазии. Сегодняшняя, в общем-то, наша встреча, ее приезд – это, можно сказать, маленький праздник для нас. На выставке были представлены работы художников, отражающих образы и войны, и мира, скорби и радости. Экспозиция была посвящена 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Айлита Арутюняу, Хаспсардия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.